В республике продолжаются работы по ликвидации утечки нефти на Колве. В приоритете безопасность задействованных людей, подчеркнул Владимир Уйба на оперативном штабе в Усинске, где продолжается режим ЧС. Глава Коми вылетел туда накануне. Напомним, утечка нефти произошла 11 мая на территории Ненецкого автономного округа на границе с Коми. Последствия аварии устраняют сотрудники нефтедобывающей компании, специализированные аварийно-спасательные отряды, специалисты Спасприрода. Ольга Коняева продолжит. Удержать загрязненный лед на месте – это трудно, но сейчас первоочередная задача. Технология ликвидации разливов на открытой воде не в полной мере срабатывает в ледоход. Льдины задерживают искусственно созданные ловушки. Буксировщики выталкивают чистый лед, пропитанный нефтью, собирают экскаваторами и практически вручную. Ледовая обстановка не позволяет им пользоваться высокими технологиями, они более эффективны. И поэтому лед проходит, и мы сразу восстанавливаем. Владимир Уйба на месте оценил масштаб разлива и объем работы, картина говорит сама за себя, и встретился с жителями села Колва. Здесь больше 400 человек. Есть школа, сад, ФАП, библиотека, дом культуры, церковь. Сельчане посетовали на урон местной экологии. Глава Коми, жители и нефтяники договорились о социальном партнерстве нефтяной компании с селом. Наметили следующую встречу на конец июня. Губернатор ответил и на другие вопросы. Я смотрела, 8 часов утра привезли. И ничего, они все еще на берегу. Бонами сейчас не работают. Сейчас у нас другая совсем техника. Вы же видите, льдины, боны эти рвут, собирают. Это для них нитки. Поэтому сейчас только одно. Вот боржа, видите, боржа. Вот боржой делаем искусственный затон. 11 мая утечка на Ожском месторождении в НАУ была оперативно остановлена. Обваловка, обустройство гидрозатвора – все меры на месте прорыва приняты. Но в тот момент нефтепродукты уже попали в воду. Работы на реке продолжаются третий день. Силы и средства мобилизованы в 7 точках. 185 человек, более 50 единиц техники, лодки, баржи. Идет сорбирование практически всего участка распространения замазучности, и радужной пленки. Сорбент позволит связать радужку и пленку, и, соответственно, он имеет свойство где-то в каких-то застойных зонах оставаться. Это позволит нам снизить движение пленки в сторону ниже, и впоследствии, когда лед уйдет, мы сможем этот сорбент просто здесь по месту собрать. Работы координирует оперативный штаб, созданный по поручению главы Коми. Важно отработать оперативно здесь, на Колве, не допустить попадания нефтепродуктов в другие реки Усу и Печору, подчеркнул Владимир Уйба. Но любые действия не должны угрожать безопасности людей. Для нас, безусловно, важна экология и проблемы с экологией, но не ценой жизни людей, которые работают сегодня там на месте. Потому что все вы люди опытные, знаете, что такое идет лед, когда идет на подъеме воды, а подъем воды будет продолжаться, об этом коллеги расскажут. Пик подъема будет у нас на 17-18 мая, и пик этот от сегодняшнего почти 2 метра. В Усинске продолжается режим ЧС. Очистка территории идет в круглосуточном режиме. При необходимости силы и средства будут увеличены. В перспективе установка 2500 метров боновых заграждений после того, как пройдут крупные льдины. В районе инцидента и ниже по всему течению реки ведется мониторинг воды, угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет. Ольга Коняева, телеканал Юрган, Усинск.